преддверии столетия геноцида осетин в 20-х годах прошлого века молодежь Южной Осетии запустила в социальных сетях флешмоб с призывом признать геноцид осетин со стороны Грузии. Анна Кокоева, студентка журфака ЮОГУ, говорит, что поддержала призыв, потому что считает важным, чтобы весь мир узнал о тех страшных событиях. Мы, молодежь, поддерживаем этот флешмоб, потому что весь мир, все должны знать о геноциде осетин. И призываю всю молодежь, не только Южной Осетии, но и Северной Осетии, принять участие во флешмобе. На самом деле, мы, молодежь, должны знать о том, что совершались страшные действия в отношении к осетин. Мы не должны это забывать и делать все, чтобы признали геноцид осетин. Режиссер Григорий Мамиев в тандеме с автором ведущей ГТРК ИР Юлией Бестаевой сняли фильм «Ирон Вандеа» о геноциде осетин 20-х годов. На энтузиазме им удалось снять картину, которая получила множество международных наград. По словам авторов, главная цель картины – показать обществу и молодежи все ужасы того времени. За короткое время фильм в интернете набрал более 10 тысяч просмотров. Григорий признается, когда собирали материал, от некоторых историй становилось больно. Страшно даже подумать, что пережил осетинский народ. Собирая материал, нам рассказывали истории, словно из фильма ужасов. Был, например, такой случай. Беременная женщина бежала от грузин. Они ее нагнали и, разрезав саблей живот, подняли ребенка кинжалом с криками «Да здравствует Грузия!». Такие были изуверы. Позади годы научной работы в Цхинвальском и московских архивах. Историк Коста Пухаев внесет свой вклад в память о тех страшных событиях книгой «История геноцида южных осетин». Более 5000 убитых, из которых каждый третий ребенок. Десятки тысяч беженцев и сотни сожженных сел. Важно помнить, говорит Коста Петрович, что за этой статистикой искалечены человеческие судьбы. Могу один маленький пример привести. Бабушка нашего профессора университета Джабиева Зарбека Петровича шли по перевалу Зикарскому, и уже на спуске их застал голод, холод, там многие пали и так далее. Ее дочка маленькая у этой женщины погибла, не вынесла переохлаждение, голод и так далее, она умерла. Ее просили, значит, оставь, мол, трупик ребенка и так далее. Но я же говорю, тут и без содрогания нельзя читать эти строки. И что она сделала? Она взяла и погребла под камнями тельце ребенка и ушла вместе с другими. Потом уже, после установления советской власти, когда беженцы стали возвращаться к родным пепелищам, что они могли здесь оставить, она тоже вернулась. Нашла это место захоронения ребенка. Мясиста извлекла вот этот трупик, завернула, приволокла через заснеженный горный перевал и предала земле со всеми почестями. Накануне парламент Южной Осетии обратился с просьбой к руководству России дать правовую оценку тем событиям. А Владимир Путин в своем комментарии подчеркнул, что в 20-х годах в Осетии происходило именно то, что сегодня называют геноцидом. Это именно то, что сегодня называется геноцидом. Алан Тибилов, Александр Кочиев. Информационный выпуск «Сегодня».